Но экстремизм мы не только сегодня обсуждаем, весь мир кипит. Сегодня даже международное право и то нарушается. Мы видим полностью, как идет разбой, не только экстремизм, даже терроризм на государственном уровне. Главнейшая забота уже многие годы, к сожалению, мы и в прошлом году собирались, это воспитание нашей молодежи, профилактика. Именно поэтому мы собираемся и на этот форум. Сегодня у нас участвуют и стран СНГ, тоже представители мусульман. А здесь, в нашей стране, главное сохранить согласие, мир и сотрудничество между народами и последователями традиционных конфессий. Когда у нас есть сплоченность, то никакие провокации, даст Бог, не пройдут. Церковь и мечеть в нашей стране, они полностью поддерживают ту политику нашего государства, которая направлена на воспитание молодежи. К сожалению, сейчас молодежь отстранилась от того, что раньше было воспитание все-таки многоступенчатое, начиная с семьи, с детского садика, школы и учебного заведения. Сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому наша задача объединиться вместе к традиционным религиям нашей России, объединиться и помочь нашей стране в воспитании молодежи. И в каждом храме и мечети сейчас у нас есть так называемые воскресные школы, где мы занимаемся и воспитательной работой, и готовим свою молодежь, особенно ребят к службе в армии. Вот у нас, например, во многих храмах есть такие отделы по военно-патриотическому воспитанию. В Уфе очень хороший есть клуб при Пантелеймоновском храме в Черниковке, который называется Александр Невский. И мы готовим наших ребят. Сейчас, в данное время, я работаю в Болгарской исламской академии на территории Республики Татарстан. И, конечно же, со своими коллегами я всегда надеюсь. И эти встречи, которые организуются в Башкортостане на площадке БГПУ. И надеемся, что как раз все эти лжеучения и неправильное освещение религиозных воззрений, все это со временем пройдет.